Программа «Земский фельдшер», заработавшая в прошлом году, помогла привлечь в Чувашскую глубинку более 30 молодых специалистов. Всем им полагается 500 000 рублей в качестве единовременной компенсационной выплаты, если они выполнят главные условия – отработают 5 лет. Причем устроиться можно не только в сельские ФАПы, но и в поселковые с населением менее 50 000 человек. Как принимают в селах молодых медиков, расскажет Татьяна Иванова. Село Анютино в Алатырском районе одно из самых отдаленных в республике, почти на границе с Ульяновской областью. В основном здесь проживают люди преклонного возраста, и многие уезжают на зиму в города к детям. Несколько лет назад в селе построили фельдшерско-акушерский пункт, а весной прошлого года прислали молодого фельдшера. Владимир Сазанов сам родом из Ульяновской области, но, узнав о программе «Земский фельдшер», решил попробовать свои силы. Владимир Иванович очень молодой, но все-таки очень внимательный к своим жителям. Он обслуживает здесь у нас население в 308 человек, плюс 8 малых населенных пунктов. Сразу после школы Владимир пошел учиться в Ардатовское медучилище. Затем отслужил в армии при военном госпитале. А теперь на нем медицинская помощь жителям Анютина и ближайших деревень. Первичный осмотр тоже, и людей, которые у меня стоят на учете, мне за ними надо их контролировать, чтобы вовремя они посещали врачей своих участковых. Потом прививки также надо делать, потому что вот от гриппа, вот как сезон начнется, все прививки делаю я. Веду документацию, все программы, патронаж провожу, по селам надо ходить, особенно детей. Вот у меня тоже и до года есть дети, и особый контроль. До районной больницы в Алатыре 10 километров. Сюда, в Анютино, врачи приезжают сами, по графику, осматривают пациентов, назначают лечение, а фельдшер затем самостоятельно ведет пациентов. Старым людям он по деревне ходит, всех проверяет, направления пишет, прививки ставит всем. Довольны. За 8 месяцев практики многие сельчане уже полюбили молодого фельдшера, а некоторые еще приглядываются. Пожелания только ему какие? Что-то он стеснительный какой-то, что ли, как можно назвать? Так это. Познакомиться надо с жителями, ходить почаще. В Алатырском районе 8 офисов врачебной практики и 15 ФАПов. Везде уже есть и медики, так что о дефиците кадров уже не говорят. За прошлый год 19 молодых специалистов пришли работать в медпункты республики по программе «Земский фельдшер». Всем им государство выделило по 500 000 рублей. Многие, как и Владимир Сазанов, решили приобрести жилье. Пока что он снимает квартиру в Алатыре. 5 лет это надо отработать, и потом еще подкоплю заодно, и там уже жилье, что надо думать о будущем. Вот. Жилье пока не знаю, где привезти. Либо в Анютино, если уж слишком приживусь, так сказать, за 5 лет, мало ли, можно здесь купить. Здесь и природа, здесь и лес тут рядом, и все, конечно. Там видно будет, жизнь покажет. В этом году в планах Минздрава республики построить еще 26 модульных ФАПов. Так что села ждут новую команду молодых специалистов. Татьяна Иванова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.